Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Работодателям для успешного перехода на проактивный беззаявительный порядок выплаты пособий необходимо в первую очередь направить в Фонд социального страхования России сведения о застрахованных лицах, работниках своих организаций через систему социального электронного документа оборота. Как сейчас выплачиваются те или иные пособия? С нами на связи Марина Герман, управляющая региональным отделением ФСС по республике. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. С 2022 года Фонд социального страхования Российской Федерации перешел на проактивную беззаявительную выплату пособий. Марина Евгеньевна, что такое проактивные выплаты ФСС и как работают проактивные беззаявительные выплаты по пособиям? Проактив – это упрощенная схема выплаты пособий при оформлении листка нетрудоспособности в электронном виде. Я напомню, что с 1 января 2022 года выдача всех листков нетрудоспособности медицинскими организациями осуществляется только в электронном виде. И для упрощенного порядка оплаты листка нетрудоспособности работающим гражданам сейчас с 1 января 2022 года перешли в региональных отделениях на проактивный режим. Как это работает? Работник в случае заболевания обращается в медицинскую организацию. Медицинская организация открывает листок нетрудоспособности, и эти сведения сразу же поступают через защищенные каналы в Фонд социального страхования. То есть это первая информация, которая поступает о работающем гражданине, о застрахованном. Далее, когда уже закончится и завершится лечение, больничный лист закрывается, и полностью оформленный листок нетрудоспособности в электронном виде медицинская организация направляется в Фонд социального страхования для осуществления расчета и назначения пособий. В какие сроки необходимо направить сведения о застрахованных лицах, работающих в организации? Для того, чтобы полностью, в полной мере заработал проактив, необходимо иметь в виду сведения, которые мы получаем о застрахованных лицах, то есть о работающих гражданах, они должны содержаться в полной мере. В случае, если работодатель не в полном объеме предоставил ФСС сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты пособий, каким образом взаимодействуете с работодателем? Если работодатель не в полном объеме направил всю информацию, предоставил Фонд социального страхования для назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, мы, конечно же, выходим на работодателя и просим предоставить всю информацию, опять-таки, в электронном виде. Оно оформляется в виде извещения. Работодатель проверяет все сведения и направляет дополнительно всю информацию, недостающую, в Фонд социального страхования. Уже на основании этих сведений осуществляется назначение и выплата пособий. Еще раз обращаю внимание, что с 1 января 2022 года у работодателя возникла обязанность направить все сведения о своих работниках. Это сведения: фамилия, имя, отчество, СНИЛС, дата рождения, ИНН и способ перечисления либо реквизиты банковские для того, чтобы пособие было перечислено либо на карту, либо по другим банковским реквизитам. С учетом последних изменений, есть ли новые правила назначения и выплаты пособий из ФСС с 1 января этого года? Следует иметь в виду, что с учетом последних изменений, новые правила назначения, они не с 1 января 2022 года ввелись, а с 1 сентября. С 1 сентября 2021 года по инициативе президента Российской Федерации листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 8 лет осуществляется в размере 100% от среднего заработка. Расчет больше не зависит от стажа работы, как это было ранее. Поэтому эти изменения продолжают действовать в 2022 году. Многие подумали, что при уходе за больным ребенком
когда ребенок болеет, выдается листок нетрудоспособности, и вот этот стопроцентный заработок, конечно, имеется в виду не полностью заработная плата. Это имелось в виду, что стаж работы, который учитывался ранее, он сейчас применяется 100%, независимо от стажа работы лица, который ухаживает за больным ребенком. С 1 января этого года листки нетрудоспособности оформляются только в электронной форме. В связи с этим появились ли новые правила и особенности работы с электронными больничными листами? Действительно, что с 1 января 2022 года листки нетрудоспособности у нас перешли только в электронный формат. Мы к этой работе готовились на протяжении 5 лет, с 2017 года. И вот подошли к тому, что листок нетрудоспособности в электронном виде уже в полной мере заработал, и он себя оправдал. Имея возможность оформлять электронный листок нетрудоспособности, мы сейчас с 1 января 2022 года и перешли на проактивный режим работы по назначению выплате пособий. Еще раз напомню, что именно электронный листок нетрудоспособности позволяет формировать в упрощенной схеме выплаты пособий работающим гражданам. То есть сам работник уже не обращается к работодателю, а сведения передаются медицинской организации, оформившей листок нетрудоспособности, напрямую в фонд социального страхования. Работодатель только может подтвердить и подтверждает при запросе регионального отделения недостающие сведения. Поэтому электронный листок нетрудоспособности, я думаю, что прочно вошел в нашу жизнь, и ни у кого уже не возникает сомнений о необходимости оформления в электронном виде листка нетрудоспособности. С 1 января этого года не допускается предоставление документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком на бумажных носителях. При каких случаях допускается предоставление документов в бумажном носителе? Все верно, что сейчас в 2022 году все документы направляются только в электронном виде, я имею в виду все сведения. Но есть исключения, когда предоставление сведений, документов допускается на бумажном носителе. В первую очередь это касается индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались добровольно в территориальном органе Фонда социального страхования, то есть у нас в региональном отделении. И на все виды пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, вот данная категория работодателей, индивидуальных предпринимателей, мы их называем добровольщики, они подают сведения на бумажном носителе. Следующая ситуация – это когда возникла травма на производстве, и больничный лист, и все сведения, которые должны предоставиться в региональное отделение для назначения пособий, акты на ДИН, да, и иные документы, вот эти все сведения предоставляются на бумажном носителе. Кроме этого, еще существуют случаи, когда наступила смерть застрахованного лица. Для выплаты пособий на погребение тоже предоставляются документы на бумажном носителе. И следующий вид пособия – это 4 дня по уходу за детьми-инвалидами. С 1 февраля в России проиндексирован ряд социальных пособий и выплат. Каков коэффициент индексации? Да, все верно, что не с 1 января, а именно с 1 февраля произошла индексация всех пособий и выплат, в том числе и выплаты, которые осуществляет Фонд социального страхования. Индексация составила 8,4%. Обращаем внимание, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, начисленному из заработной платы в размере 40%,
законом не предусматривается. То есть индексации подлежат пособия, которые выплачиваются лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, по единовременному пособию при рождении ребенка, в данном случае с 1 февраля 2022 года без районного коэффициента сумма этого пособия составляет 20 472. Если применяем районный коэффициент 1,4, 28 668 рублей. Также проиндексирован минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, который выплачивается лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию. Ну и, соответственно, социальное пособие на погребение также было проиндексировано. Обращаем внимание, что повышенный размер единовременного пособия при рождении ребенка распространяется на ситуации, рожденных с 1 февраля 2022 года. Региональное отделение с февраля начала предварительную электронную запись на прием к специалистам фонда по уточнению и решению, каких вопросов могут записаться лица льготной категории и как проводится запись. Именно предварительная запись была внедрена в фонде социального страхования еще в 2020 году. И вот постепенно все региональные отделения включаются в эту программу, в этот проект. И наша территория, Республика Саха-Якутия, по предварительной записи в региональное отделение фонда социального страхования осуществляет свою работу с февраля, с 15 февраля. Поэтому список услуг, по которым возможна предварительная запись на прием, это назначение обеспечения единовременной ежемесячной выплаты застрахованным лицам, которые получили травму на производстве и имеющие право в случае смерти застрахованного лица. Также назначение обеспечения в виде оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию в соответствии с программой реабилитации пострадавшего на производстве. Следующая услуга – это обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, а также компенсация на оплату за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации и предоставление государственной услуги на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на международном транспорте. Вот эти 4 услуги на сегодня возможна предварительная запись. О выплатах пособий Фонда социального страхования России мы поговорили с управляющим региональным отделением ФСС по республике Мариной Герман. Оставайтесь на нашем телеканале.